Республика Коми улучшила позицию в рейтинге индекса административного давления на бизнес. Сказалось введение моратория на плановые и внеплановые проверки. Система надзора уже меняется в сторону профилактической работы, штрафы заменяют предупреждением. Однако есть еще над чем работать. Такие результаты за 2022 год озвучил уполномоченный по правам предпринимателей в Коми Александр Рассохин на встрече с правительством региона и представителями контрольно-надзорных органов. Индекс административного давления ежегодно рассчитывается для всех регионов страны. Он включает в себя данные по 9 ведомствам, на долю которых приходится наибольшее количество проверок. Республика Коми среди 85 субъектов заняла 66-е место, тогда как годом ранее мы были на 73-м месте. По итогам последнего рейтинга в лидерах, как и год назад, были Смоленская область, далее идут Татарстан, Удмуртия, Воронежская область, Чувашия. Основные выводы в докладе уполномоченного в целом по России отмечены следующие. В 2022 году рекордно низкое количество проверок, снижение на 70% по сравнению с 2021 годом. И реализуя мораторий на проведение плановых проверок, прокуратура региона в прошлом году исключено из планов контрольных органов 91%, подчеркиваю, 91% или 3500 запланированных мероприятий, которые с большей долей вероятности завершились бы предписаниями и внушительными штрафами. Из проектов планов контрольных мероприятий текущего года уже исключено свыше 3500 предложенных проверок. За незаконно проведенные проверки надзорные органы получают административные наказания. При этом права предпринимателей восстанавливаются. Как отметил уполномоченный по правам предпринимателей Александр Рассохин, индекс административного давления – это один из показателей инвестиционной привлекательности региона. И только совместно можно создать комфортные условия для бизнеса. Правительство региона со своей стороны разрабатывает и постоянно дополняет меры поддержки. Однако, как выяснилось, не все предприниматели о них знают. Недавно вернулся из одного из районов, где встречался с предпринимателями и пришел к такому выводу, что информация не всегда точно доходит. Поэтому, обращаясь к предпринимателям, в каждом районе и городе республики мною назначен общественный помощник, которого вы можете найти либо через вашу администрацию, либо через социальные сети информационные. Пожалуйста, обращайтесь, мы через помощника разъясним, какие меры государственной поддержки приняты в Республике Коми, руководством Республики Коми для поддержки малого и среднего предпринимательства. Участники встречи обсудили методы работы контрольных органов и проработали предложения по улучшению ситуации.